В прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. Кем богат золотой фонд Татарстана? Рвусь на работу вот до сих пор, хотя мне уже много лет. С лучшими в своем деле познакомилась Лина Зинатуллина. Отъешь. Мы решили попробовать салат, лазанью, котлету, компот и чай. Вкусные котлеты на пару. Насколько подорожало школьное питание? Альбина Аслагараева. Большая семья, большие сроки. Построить жилье, опять же, нет возможности. Как и под что многодетным семьям помогут получить земельные участки, узнавал Рамиль Шайдолян. Вчера на полях, сегодня в Кремле. В Казани вручили госнаграды республики и страны. Медали и почетные звания получили 47 заслуженных работников самых разных отраслей. Не только из Казани, но и из районов Татарстана. Кто 40 лет на тракторе, кто 30 на телевидении, а кто-то всю жизнь кормит целые города. С лучшими из лучших познакомилась Лина Зинатуллина. Торжественная музыка, роскошный зал и своих героев ждут 47 наградных знаков. Кому медаль за заслуги перед Отечеством, кому почетное звание. Тракторист Рафик Харисов уже 40 лет работает на полях. Сегодня редкий повод надеть костюм. Большая честь с деревни, такой, как говорится, Кремль приехал. Это уже совсем большое достижение. Одни хлеб сеют, другие пекут. Самия Шарафульна отныне заслуженный работник пищевой промышленности республики. Кормит не один район, но сил хватает еще и на печь пирогов для домашних. 23 года уже, 24 год работаю. Люблю свою работу и люблю для людей работать. Любовь к работе пронесла через всю жизнь и невролог Венера Аюпова. Тем более, что работа с детьми. Даже праздники для меня, даже отпуск для меня. Всегда рвусь на работу вот до сих пор, хотя мне уже много лет. Не обошли награды и наших коллег. Заслуженным работником информатизации и связи стал главный инженер ТНВ Сергей Петров. Переход с аналогового на цифровое вещание, со стандартного на высокое разрешение. Его профессионализм растет вместе с телевидением уже 30 лет. Телевидение – это болезнь. И если ты приходишь на телевидение, то ты там остаешься, это затягивает. Как известно, один в поле не воин. Это заслуга всего нашего коллектива, всей нашей телекомпании «Новый век». Спортсмены и нефтяники, артисты и машиностроители. Заслуги разные, объединяет одно. Жители, граждане Татарстана обладают отличительным качеством. Это сильная воля к достижению своих целей. Награды не стесняйтесь одевать. По празднику. А то сейчас их ведь так не раздают, как раньше было в мешках. Было время. Приходил из Москвы целым пакетом, спецпакетом. Награды вручали. Сейчас сам заслужил. 8 наград Российской Федерации, 39 Республики Татарстан. Трудолюбие и профессионализм сегодня отметили на высшем уровне. А вот в родных коллективах об их заслугах знают давно. Именно коллеги выдвинули своих героев на государственные награды. Лина Зинатуллина, Ринат Сафин, ТНВ Казань. На повестке дня не только заслуги, но и насущные проблемы. На встрече председатель Госсовета отметил, что руководство республики сейчас ищет новые решения по вопросу преподавания татарского языка. Мы найдем решение. Еще ни одному народу запретить изучать свой язык, отца и матери язык, никто не имел никакого права. И Владимир Владимирович как раз об этом и сказал. Надо изучать все языки, но не перегружая там других носителей языков. Мы найдем решение. Не беспокойтесь. Всемирный конгресс татар тоже выступает за сохранение татарского языка в школах. Об этом сегодня заявил председатель Национального совета Милли Шура Василь Шейхразиев на круглом столе по взаимодействию с отечественниками, проживающими за рубежом. Он поблагодарил за письма в поддержку, которые приходят из-за рубежа, и сообщил, что для обсуждения вопроса и принятия решений пройдет специальная сессия Госсовета Татарстана. Мы прекрасно понимаем, что в последнее время, конечно, очень много идет разговоров в части татарского языка, и те стандарты, которые сейчас представлены, и те проверки, которые были. Всемирный конгресс татар тоже свою позицию в данном случае высказал за полное сохранение татарского языка, и мы официальную резолюцию приняли, обсудили его на первом президиуме.
Кроме этого, как отметил сегодня Василь Шихразиев, у татар должна быть связь по всему миру. И здесь спикеры отметили важность телеканала «Новый век» как главной телевизионной сети, объединяющей татар всего мира. Уже в следующем году у телеканала появится свой корпункт в Казахстане. Школьное питание подорожает почти на 10%. Это не последняя новость. Меню полностью пересмотрено, оно станет разнообразнее, а порции больше. Об этом рассказали сегодня журналистам на брифинге. Причем провели его в одной из школьных столовых. Альбина Салгараева для дегустации выбрала капустный салат, лазанью, котлету на пару и смородиновый компот. Сколько стоит такой продуктовый набор и вкусно ли, узнаем прямо сейчас. И биточки говяжьи, куриные биточки есть. Есть вот рыба, запеченная в фольге. Меню, как в настоящем ресторане, говорит директор 78-го Казанского лицея. Все соответствует обстановке, ведь перед новым учебным годом столовую обновили полностью. Посещаемость столовой детьми в перемены намного увеличилась. Посещаемость не просто там прийти, там что-то взять, перекусить и так далее. Они берут действительно реально горячие завтраки и горячие обеды. Макароны по-флотски, если мы говорим фарш, где у нас присутствует, да? Понятно, когда там фрикадельки еще какие-то, то сейчас это нарезанное мясо. Это рагу, как мы дома делаем с картошкой, да? Это плов с мясом, то есть до этого у нас плов с курицей был. В новую столовую новое меню, причем рацион питания поменяется во всех школах города. Мяса и рыбы стало больше, вместо минта и горбуша, вместо курятины – говядина. И выбор фруктов шире, но вырастут и цены. Мы активно общались с родителями, участвовали в райкомитете, проводили дегустации. Вот около 2000 человек опросили. Также мы много уже говорили про наши мобильные приложения, в которых мы опрашиваем школьников, насколько они удовлетворены качеством питания, организацией питания, что бы они хотели видеть для того, в будущем. Так, стоимость одноразового питания для начальных классов с 58 рублей вырастет до 62, двухразового с 80 до 88. Для учеников 5-11 классов с 58 до 65 рублей. Но порции тоже станут больше. Новое школьное меню первыми продегустировали журналисты. Тушеный с картофелем в фольге. А здесь? Картофель сушеный с мясом. Итак, мы решили попробовать салат, лазанью, котлету, компот и чай. Вкусная котлета на пару. Напомним, нововведение вступит в силу уже 7 ноября по завершению осенних каникул. Альбина Салгараева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Хочешь жить, придется ждать. Новый способ выделения участков многодетным семьям предлагают депутаты от «Единой России». На выбор будут участки под дом и под дачи. Сегодня в Татарстане почти 50 тысяч многодетных семей, и участков не хватает даже половине из них. Но начать строиться не могут и те, кому земля досталась. Почему, узнал Рамиль Шайдуллин. Получили уже земельные участки. Наталья Бурмагина ждет участка в Сакурах, но ее будущие соседи не советуют торопиться с оформлением. Голая земля не годится даже под картошку. Там не вырастает ничего, потому что нет никаких коммуникаций, не подведена вода. Ну, вода это вообще, мне кажется, даже уже богато сказано. На данном этапе, мне кажется, нужно было хотя бы сделать электричество. Полное право на собственные 8 соток Наталья дает ее 5 детей. Она участница федеральной программы «Крепкая семья», по которой участки гарантируются всем многодетным. Но сегодня программа обрастает большими нюансами. В Татарстане официально живет порядка 48 тысяч многодетных семей, и не всем земля нужна под жилые дома. И готовится выдавать, к примеру, под дачи. Остается искать свободные места. Земли за городом зачастую остаются голые, без канализации, воды и света. Как принести в них инфраструктуру, сегодня обсуждали депутаты «Единой России». Это будущие потребители газа. И в любом случае здесь не должна быть цена, которая стоит очень больших денег. Надо искать решение, которое удешевит эти проекты. Только в Казани на участке претендуют больше 10 тысяч семей. И если в столице на всех не хватает места, то в районах средств помочь может софинансирование. С ним семьи сначала передадут землю строителям, а потом в ипотеку выкупят уже готовое жилье. Рамиль Шайдуллин, Андерсон Тальса, ТНВ, Казань. В Татарстане решается проблема обманутых дольщиков. Еще 5 проблемных объектов будут сданы до конца года. Об этом заявил сегодня вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин на встрече с представителями инициативных групп дольщиков недостроенных объектов. Всего под наблюдением правительства Татарстана находится 35 домов, на 9 уже ведутся строительно-монтажные работы. Вместо деревянного бетона сегодня в Алькеевском районе открыли новый мост. Он находится на трассе Казань-Самара, и этот участок был небезопасным. Все дело в том, что прежний мост был собран из деревянных балок и считался аварийным. Новый построили всего за 5 месяцев. Он обошелся бюджету республики в 81 миллион рублей.
Подальше, но побольше. Сегодня около Свияжска открыли новую перехватывающую парковку. Стоянка должна разгрузить потоки автотранспорта вблизи острова. Это требование ЮНЕСКО. Разгрузит ли это пробки на подъездах к острову и сколько машин вмещает новая парковка, узнал Дмитрий Аринин. Это место, как ждут, пусто не будет. На новой парковке смогут уместиться более 500 машин, в том числе 40 автобусов. Стоянку обустроили в 3 километрах от Свияжска. Она будет бесплатной. Создание перехватывающей парковки около замечательного объекта туристского показа город Свияжск исключительно важно, потому что большой очень туристский поток. В этом году Свияжск уже посетили более 500 тысяч человек, а после вхождения острова-града в список ЮНЕСКО здесь ждут еще больше туристов. Как мы видим, сегодня даже в такой прохладный будний день в Свияжске достаточно туристов, и на парковке есть десяток автобусов и машин. Чтобы транспорт здесь не скапливался и меньше воздействовал на остров, и решено было построить новую парковку подальше от него. С нее туристов будут возить в Свияжск на специальных автобусах-шаттлах. Как говорят автотуристы, ради сохранности острова они готовы сменить свой транспорт на общественный. Если ради такой цели, то да. Водители же туристических автобусов говорят, что сейчас стоянка у острова уже маловато для всех приезжающих. А вообще, да, все забито здесь. Конечно, лучше станет. Новая парковка должна стать основной, а на прежнюю хотят ограничить въезд. Мы туда введем определенные ограничения или что-то должно быть. Жители города Свияжска, они хотят комфортно себя чувствовать, а вот это узкое горлышко скользкозения, везде машины побросали и ушли, тоже было. Поэтому мы сейчас вот должны подумать, некий регламент утвердить, при котором было бы абсолютно комфортно всем. Еще на новую парковку должен прийти бизнес, который откроет здесь различный общепит и велопрокат. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Свияжск. К другим темам. Она почти победила. 30-летняя Гузель Ахмедшина из Казани уже год борется с раком 3-й стадии. Девушка перенесла сложнейшую операцию и, казалось бы, выздоровление уже близко. Но в мае лечение привело к осложнениям. Без очередной операции не обойтись. Она стоит 2,5 миллиона рублей. О борьбе за жизнь в следующем сюжете. За год, да, скатилось? Да, все обследования. Направление к врачам, рецепты, обследования. За год набралась целая пачка. Все началось в ноябре прошлого года. Когда приехали в больницу, там врач сказал, что это рак 3-й стадии, что вам нужно становиться на учет в Казанскую онкологию и там уже проходить лечение. Началась борьба за жизнь. 2 курса химиотерапии Гузель прошла в Казани. Но болезнь прогрессировала, метастазы, опухоль увеличилась. Врачи опустили руки. Тогда девушки согласились помочь в Москве. Там Гузель перенесла сложнейшую операцию и 4 современных курса химии. И лечение дало результаты, но долго радоваться не пришлось. Она прям в животе, да, вшита. В каком-то органе, да, определенно? В малом тазу находится. И выходит она? Выходит вот сюда. То есть там, сейчас покажу, вот так она закреплена. 6 курсов химиотерапии не прошли бесследно, воспалилась брюшная полость. Это основное питание, энтеральное получается, оно заменяет основное, там содержатся все витамины, необходимые организму. Сухая смесь вместо еды, минимум стресса и постельный режим. Но Гузель, несмотря на болезнь, старается жить полноценной жизнью. Сейчас она осваивает работу копирайтера. Девушку во всем поддерживает родная сестра Альмира. Я ее одну стараюсь вообще не оставлять. Мы всей моей семьей сюда приезжаем, с моим мужем, с ребенком. В течение дня обязательно я с ней постоянно разговариваю. Мы с ней, наверное, в день... на телефоне часов, наверное, 4-5 проводим точно. Единственный выход – операция. Спасение жизни Гузели стоит 2,5 миллиона рублей. Но эта сумма непосильная для семьи. Помочь в лечении может каждый. Реквизиты банковского счета на экране. Алина Бережная, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Что вы знаете о народах России? Захотелось вот сейчас вот после экзамена выйти в интернете, посмотреть, что это, как это. Этнографический диктант написал и Салават Мухаммадуля. В объективе фотоаппарата. Смотреть на эти все фотографии, увидеть, какие праздники происходят не только в Татарстане, а в России. С праздниками народов России через фотоснимки знакомилась Диляра Низамова.
В будущем году зарплата бюджетников вырастет. Об этом сегодня в Москве на заседании правительственной комиссии по региональному развитию заявил министр финансов Антон Силуанов. Участие в работе принял исполняющий обязанности президента республики Алексей Песошин. Средства на увеличение заработной платы бюджетникам заложены, как и определена схема предоставления дотаций и субсидий регионам страны на ближайшие 2 года. Сегодня на комиссии еще раз напомнили о необходимости наращивать налоговую базу и собственные доходы регионов. Оказание поддержки регионам, исходя из роста обязательств по заработной плате. По увеличению расходов в связи с увеличением прожиточного минимума в следующем году до 85% с 1 января следующего года, исходя из дополнительных взносов за неработающее население и так далее. Все это учтено у нас в наших расчетах. Конференция по международному сотрудничеству российских регионов станет традиционной. Об этом заявил Фарид Мухаммедшин на закрытии конференции «Внешней связи регионов России. Опыт Татарстана». Сегодня приняли резолюцию. В ней говорится о необходимости разработки региональных стратегий развития внешнеэкономических связей, создания в федеральных округах базовых аналитических центров. Предусматривается и проведение в Казани конференции крупных круглых столов по привлечению инвестиций и продвижению экспортной продукции. Смысл и цель была в том, чтобы мы почувствовали, проявили бы интерес к этому регионов России, тогда мы почувствуем, что можно и на этом фронте, если так можно сказать, иметь успехи шаг за шагом. Из чего сделаны струны музыкального инструмента народов Алтая и где самое большое озеро Европы? Сегодня вся Россия писала большой этнографический диктант. Только в Татарстане были открыты 22 пункта для проверки знаний. Чем удивили вопросы и почему ответить на них еще не поздно? Этнодиктант написал и Салават Мухаммадуллин. Ручка, бланк ответов и, конечно, знания – все, что нужно для участия в этнографическом диктанте. Гаджеты и интернет в сторону. Прежде всего, это самоконтроль. 45 минут на 30 вопросов. О России, ее истории, народах и героях. Свою эрудицию можно повысить, даже просто читая вопрос. Вот, например, вы знали, что самое большое татарское село в Европе находится в Пензенской области? Мне стало любопытно, решил себя проверить, свои знания. Я не готовилась специально. Мы, наверное, с этим живем. С народами, которые вокруг нас. Интересно знать, что впитали за годы жизни. Этнографический диктант написала вся Россия. В каждом субъекте треть вопросов была на местную региональную тему. В Татарстане внимание уделили литературе. Мы задели разные пласты. То есть знания о славянских народах, знания о финно-угорских народах, знания о тюркских народах. А вот в Татарстане вопросы и о татарских просветителях, о татарском составном. Это уже второй по счету этнодиктант. В прошлом году республика со средним баллом чуть больше 81 заняла первое место по всей стране. Если сравнивать с прошлым годом, то я бы сказала, что вопросы были чуть полегче. Результаты этнодиктанта объявят в День Конституции России 12 декабря. Те же, кто еще не проверил свои знания о народах страны, могут сделать это онлайн на официальном сайте акции. Салават Мухаммадуллин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. А как выглядят народы России в объективе фотокамер, покажет выставка. Сегодня на Казанской ярмарке подвели итоги всероссийского конкурса «Национальные праздники народов России». Она удивила жюри масштабами. 31 регион и 700 работ. Лучшие снимки увидела Диляра Низамова. Если так внимательно посмотрите, тут сидят, в основном все мужчины сидят. Преклонение каменной горе и дань духам родной земли. Древнейший тувинский обряд запечатлел на фото журналист из Козыла Юрий Дарба. Признается, снимает непрофессионально и не думал, что случайно фото ритуала станет победным. Мы очень бережно относимся к своим этим корням, очень строго соблюдаем, поэтому эти фотографии один из таких моментов как бы отражено. Русская Пасха, марийская Кугечи, чувашская Сурхури. На одной выставке фотографий праздников и обрядов народов России. Всероссийский фотоконкурс проходит в 4-й раз. В этом году жюри оценило более 700 работ. В разных уголках нашей страны проживают интересные люди, происходят увлекательные события. И все это нашло отражение в работах наших участников и победителей конкурса.
3 номинации и 9 победителей. Гран-при получил постоянный участник конкурса фотограф из Казани Максим Богодовин. На снимке он запечатлял старинный татарский праздник гуся – Кас Эмесе. Фотограф признается, долго искал деревню, где сохранилась традиция. Такие праздники интересны тем, что они как бы неофициальные, как бы домашние, то есть теплая такая хорошая обстановка. Тут уже наградили и участников другого конкурса «Лучшие республиканские интернет-СМИ», поддерживающие сохранение языков народов Татарстана. Диляра Низамова, Алина Бережная, Ринат Сафин, ТНВ «Казань». Сегодня в Казани открывается 7-й фестиваль современной музыки имени Софьи Губайдуллиной «Конкордия». Фестиваль знакомит зрителей с современной музыкой и всегда приносит в Казань произведения, которых здесь еще не исполняли. В Большом концертном зале сейчас звучит первый концерт «Конкордии», и там находится наш корреспондент Лина Зинатуллина. Лина, кто же сегодня правит оркестром и какими нотами открывается фестиваль? Быстрее, быстрее. Добрый вечер, Лейсан. Со сцены этим вечером льется музыка главной звезды фестиваля, польского дирижера и композитора Кшиштофа Пендерецкого. Первое отделение концерта маэстро лишь наблюдал за концертом, а вот во второй части, которая начинается только сейчас, уже займет дирижерское место. Было время, когда оркестры просто отказывались играть Пендерецкого. От сложной музыки буквально ломались инструменты. Но симфонический оркестр республики это не напугало. И сам композитор, с которым мы уже успели пообщаться, свой восторг выразил сразу на 2 языках. Вот что он сказал. Очень редко можно найти оркестр, который с самого начала считывает музыку, хочет играть и играет прекрасно. Это очень хороший оркестр, они понимают мою музыку. Как звучит польский композитор в исполнении республиканского оркестра, вы услышали только что. Современная музыка будет наполнять БКЗ еще 3 дня. Концерты пройдут 8, 11 и 15 ноября. Здесь прозвучат и Шостакович, и Шнитке, и, конечно, наша легендарная землячка Софья Губайдуллина, имя которой фестиваль носит уже 7-й год. На этом у меня все, Лейсан. Спасибо. Я напомню, это была Лина Зинатуллина с концерта «Конкордия». А далее выпуски спорта и прогноз погоды. Увидимся в 21:30. Иномарка по цене отечественной? Да, если это Datsun. В ноябре со скидкой до 80 тысяч рублей. Звони в автоцентр «Марка». 4 пятерки, 3 семерки. В Мебельграде большая распродажа. Скидки на 100% мебели. В центре лучевой диагностики скидки до 20%. МРТ от 1500 рублей. Пленка в подарок. Звоните 205 59 17. Ой, папа, вас мама и тут и там показывает. Так это Теле7. Все, что в нем есть, все показывают. Маму в телевизоре, наш ужин в духовке. А выходные? И выходные. Так, куда пойдем, в кино или в цирк? На каток. Теле7. Хорошо, когда мы вместе. С днем рождения, Эссен! С днем рождения, Эссен! Шампунь Клеа в ассортименте 400 мл, 99 рублей. Мука Увелка высшего сорта 2 килограмма, 49,90. Аргументы и факты. Голос великой страны. В каждом номере. Деловая среда. О всем, что дорожает, покупается и продается. Политика. Только анализ. Только первые лица. Здоровье. Учимся жить без болезней. Телепрограмма. Многим не нравится то, что мы пишем, но правда обязательно должна дойти до читателя. Аргументы и факты. Достоверно о главном. Нужен новый автомобиль? Приходи, поторгуемся. Только в ноябре назначай свою цену на новый Nissan. Звони в автоцентр «Марка». 4 пятерки, 3 единицы. Либридерм сирацин. Булгар радиосы Алтын Йылдыз милли музыкаль премия тантанасы 5-нче тапкыр уздырылачак. 9 декабрь көнне Пирамида концертлар залында барыгызны да көтеп калабыз. Бергә булыгыз.
Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Волейболистки казанского «Динамо» одержали вторую победу на полуфинальном этапе Кубка России. На площадке Центра волейбола Санкт-Петербург девушки из столицы Татарстана обыграли Сахалин в 3 сетах. Напомним, днем ранее команда не испытала проблем с молодым коллективом из Воронежа. Встреча второго тура получилась менее интригующей, хотя гости во 2-м и 3-м сетах время от времени навязывали борьбу. Тем не менее, Наталья Мамадова и компания спокойно довели поединок до положительного результата. 15 очков набрала Ирина Королева, 11 баллов на счету Элицы Васильевой. На 1 очко меньше записала свой актив Ирина Воронкова. В последнем туре «Динамо» сыграет с одноименной командой из Челябинска, а сахалинские волейболистки проэкзаменуют команду из Воронежа. Я думаю, это больше мы чуть-чуть расслабились, то есть так где-то уже почувствовали концовку игры, концовку матча, и думаю, что там, мы чуть потеряли внимание, поэтому чуть больше счет получился, чем в первых 2 партиях. Футболисты «Рубина» вызваны в ряды своих сборных. Морец Бауэр и Сердар Азмун смогут помочь командам в середине ноября. Сборная Австрии проведет товарищеский матч против Уругвая. Встреча состоится 14 ноября в Вене. У команды Ирана запланировано 2 контрольных поединка. 9 ноября в австрийском Граце против сборной Панамы и 13 числа в голландском Арнеме со сборной Венесуэлы. Ранее вызов в национальную сборную получили Федор Кудряшов. В молодежную сборную России вызван Рифат Джамалединов. В ближайшее время станет известен список вызванных в сборную Исландии, чьи цвета защищает Рагнар Сигурдсен. Напомним, сборные России, Исландии и Ирана выступят на чемпионате мира 2018 года. И в завершении к футболу пляжному. Здесь у сборной команды России точно есть неплохой шанс стать чемпионами мира. В 3-м туре группового этапа межконтинентального кубка в Дубае наша дружина одолела команду Ирана со счетом 4-3. В начале встречи Алексей Макаров оформил хет-трик. Однако азиатская сборная в каждом из периодов забила по голу и перевела встречу в овертайм. В дополнительное время победу сборной России принес автогол Хасана Абдаллахи. Таким образом, подопечные Михаила Лихачева заняли 1-е место в группе. И в полуфинале сыграют с португальцами. Второй финалист определится в противостоянии команд Бразилии и Ирана. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска — изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Быстро и качественно. Изготовим шкаф-купе по вашим размерам. 3D-проект шкафа, доставка, установка бесплатно. Только в ноябре назовите пароль «ДМ Мебель» и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. «Данил Мастер». Настало время низких цен. Казань, Восстание 23, телефон 2167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Очередной циклон принесет в республику новые порции осадков. Температурный фон существенно не изменится. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки на юго-востоке Татарстана будет пасмурно. Пройдет снег, местами сильный. Ночью будет до 4 градусов мороза, днем же до 1 градуса выше 0. На северо-востоке республики облачно с прояснениями. Ожидается снег с дождем. Ночью будет до 2 градусов мороза, днем же до 1 градуса тепла. На севере республики ожидается пасмурная погода, пройдет снег. Ночью -2, днем же около 0 градусов. На северо-западе республики ожидается переменная облачность, местами со снегом. Температура воздуха в ночные часы составит до 4 градусов мороза, днем же будет до +1 градуса. На юго-западе Татарстана местами ожидается снег. Ночью -2, днем до 3 градусов тепла. И в центральном районе республики ожидаются осадки в виде снега. Ночью будет до 3 градусов мороза, днем же до 1 градуса выше 0. В последующие сутки температурный фон существенно не изменится, но осадки прекратятся. Спонсор выпуска — ОАО «Марбиофарм». Гриппофлю. Не дайте простуде и гриппу испортить вам жизнь. Гриппофлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена. Солидная выгода на автомобили ГАЗ. До 340 тысяч рублей только в ноябре. Автоцентр «ГАЗ Луидор» Казань. Звоните 288 87 78. Предложение не является публичной офертой. Спонсор выпуска — автоцентр «Луидор» Казань, официальный дилер автомобилей марки ГАЗ на территории Республики Татарстан, предоставляет услуги по доработке автомобилей на базе собственного предприятия, услуги автосервиса, гарантийного и постгарантийного обслуживания. Автоцентр «Луидор» Казань, Сибирский тракт, 59.
Предстоящей ночью в Казани будет пасмурно и до 4 градусов мороза. Днем ожидается снег. Температура воздуха составит плюс 2 градуса. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 91%. Магнитное поле Земли спокойное. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана, известная далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляют здоровье более 17 тысяч человек. Целебной грязи и чудодейственный климат, забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить свое здоровье. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок, татарстанская Швейцария. Слов нет. Питание чудо, шведский стол, комфортные переходы, мацеста и грязи делают чудеса. Бакирово. Наш санаторий.